Коллектив Ногайского государственного оркестра народных инструментов по праву считается национальным достоянием ногайского народа. Его роль в развитии ногайской профессиональной музыки трудно переоценить. Особое звучание народных инструментов, культура звука, уровень мастерства позволяют оркестру занимать почетное место в музыкальной культуре Республики Дагестан и Северного Кавказа. В этом концертном сезоне коллективу исполнилось 25 лет. Оркестр был создан в 1994 году. Его основателем стал заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Дагестан, народный артист Республики Дагестан, заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики, композитор, дирижер, певец, мэтр Ногайского национального музыкального искусства Яхья Таймасханович Кудайбердиев. Период становления коллектива совпал с растущим интересом ногайского народа к возрождению национального музыкального искусства. Первое выступление оркестра в зале Государственной филармонии Республики Дагестан состоялось 28 августа 1995 года. В дальнейшем оркестр принимал активное участие в музыкальных программах радио и телевидения Республики Дагестан, Астраханской области, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Создатель и художественный руководитель оркестра, его первый главный дирижер Яхья Таймасханович Кудайбердиев по праву считается основоположником Ногайской национальной профессиональной композиторской школы. Он заложил основы оркестрового исполнительского мастерства, которое с годами совершенствуется и развивается. Благодаря его композиторскому творчеству репертуар Ногайского оркестра обогащался академическими, инструментальными и вокальными произведениями. Маэстро придал ногайским песням оркестровое европейское звучание, умело сочетая его с национальным колоритом. Произведения композитора от небольшой песни до крупных хоровых и оркестровых сочинений пополняют страницы национальной, инструментальной и вокальной музыки. Создание Ногайского государственного оркестра народных инструментов предопределило дальнейшую судьбу развития ногайского профессионального музыкального искусства. Первый состав оркестра в основе своей состоял из педагогов музыкального отделения Тереклимектепской школы искусств. С годами в ряды оркестра влились молодые таланты, выпускники музыкальных училищ и высших музыкальных заведений страны. И сегодня наиболее одаренные музыканты, заканчивающие обучение в Тереклимектепской школе искусств, свое будущее связывают с профессиональной деятельностью в Ногайском оркестре народных инструментов, получают специальности в учебных заведениях среднего профессионального звена и в высших музыкальных образовательных центрах. На Северном Кавказе Ногайскому государственному оркестру народных инструментов нет аналогов. По своему инструментальному составу и звучанию он обладает степным колоритом. В оркестр входит домбровая группа, домбра прима, домбра щертер, домбра бас, смычковые инструменты, прима кобыз, кыл кобыз, кобыз бас, кобыз контрабас, духовые, саз сырнай, көкірек сырнай, қамыс сырнай, сүйек сырнай, шың қобыз, темір қобыз, мүйіз, кульдерей, сыбызғы, язычковые, сырнай 1, сырнай 2, сырнай 3, баян, кавказская гармошка и ударные, аса-таяқ, қоңырау, тақылдақ, туяқ, шыңғырдауық, шақылдақ, теп, даул-бас. Особые оттенки, исполняемые партитурам, придают звуки сассырная, глиняная свирель и шын-қобыза варган. Своеобразно звучит и группа народных ударных инструментов, среди которых заметно выделяются даул-бас, қоңғырау, шыңғырдауық, тақылдақ и другие.
На сегодняшний день репертуар оркестра солидный. Музыкальная классика, произведения русских, советских, российских авторов, а также композиторов ближнего зарубежья. Концертные программы обогащаются и оригинальными произведениями, создаваемыми специально для коллектива. Большое внимание уделяется творчеству композиторов Северного Кавказа, и, конечно, основной музыкальный материал строится на произведениях ногайских композиторов. Күй-саз – инструментальное произведение для дамбры, исполняемое солистом в сольной программе на ногайской дамбре, или же йыр. Песня в инструментальном сопровождении – неотъемлемая часть концертной программы оркестра. В исполнительской практике инструменталисты оркестра нередко обращаются к ан – мелодия песни или чабанским наигрышам. Не осталось без внимания и творчества средневековых классиков 15-17 столетий поэтов Ерау, таких как Сыбыра Ерау, Шалгиз Тіленші улы, Досмамбет Азаулы, Құтан Арғун улы, Асан Қайғылы, Жеренші Шешен, Ақан Құру, Отархан, Қазы Туған Сүйініш улы и другие. Эти авторы выступали как певцы-сказители Ерау и поэты-импровизаторы. Их произведения главным образом поэтические пользовались особой популярностью у современников, переписывались и заучивались наизусть. Распространение литературных текстов, в основном через сказителей, сделало сочинения предков доступными широким народным массам, а поэзию Ерау – основным ее жанром. Поэтические жанры, созданные великими Ерау, стали стержневыми направлениями ногайской поэзии для всех последующих поколений. Высокая поэзия не раз порождала великие музыкальные произведения, так же, как и музыка могла вдохновлять мастеров слова. Глубокую связь музыки и слова у нас демонстрирует творческий десант и вечер музыки и поэзии, ежегодный проект с участием деятелей культуры и искусств, проводимый на разных концертных площадках. Поэты и композиторы знакомят слушателей своим творчеством, приобщают их к миру поэзии и к музыкальной культуре ногайского народа. Коллектив Ногайского государственного оркестра народных инструментов является активным участником этого проекта. Гастроли оркестра регулярно проходят в Ставропольском крае, Астраханской области, Чеченской республике, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесии и в других регионах нашей страны. Оркестр большим и малым составом и его солисты постоянно участвуют в международных фестивалях, конкурсах, юбилейных вечерах, концертах, праздничных мероприятиях, благотворительных программах. Среди них международный фестиваль-конкурс этнических культур «Кыпчак», Казахстан, Ноғай Кешелер, Турция, Анкара, Наследники Сүйінбике, Казань, международный конкурс-фестиваль «Урал-Мона Уфа», международный фестиваль «Ноғай-Эль» Махачкала, международный конкурс исполнителей на национальных инструментах «Невские встречи», Санкт-Петербург, международный вокальный смотр «Страна, пой», Москва, международный конкурс исполнителей «Алтын домбыра», Казахстан, международный конкурс исполнителей на народных национальных инструментах «Волна Каспия», Астрахань, международный конкурс «Созвездие дружбы», Нальчик. Совсем недавно коллектив оркестра стал участником международного фестиваля, посвященного 2000-летию Дербента. На протяжении многих лет на разных школьных концертных площадках Ногайский государственный оркестр народных инструментов проводит детские абонементные концерты «Одаренные дети», которые уже стали популярными не только среди детей, но и взрослых. Важной составляющей таких концертов является участие в них в качестве солистов молодых музыкантов,
учащихся школы искусств имени Сраждина Батырова. Участники программы «Одаренные дети» в первую очередь это потенциальные студенты музыкальных учреждений нашей страны. До окончания школы искусств внешкольной программы с ними в оркестре подготавливают небольшие концертные программы. Разучиваются инструментальные и вокальные произведения. Тем самым приобщают их к творческой и сценической жизни. Каждый выход на сцену с оркестром им придает уверенность, творческую свободу и чувство артистизма. На этом не ограничивается работа руководства оркестра. Во время творческого процесса с родителями подопечных решаются вопросы о будущем поступлении в музыкальные колледжи, институты и консерватории нашей страны. Используя именно такие механизмы работы, руководством Ногайского оркестра избран стратегический перспективный план профессионального роста и обновления исполнительского состава. За прошедшие 25 лет благодаря именно такой работе из Ногайского района Республики Дагестан были направлены абитуриенты в высшие и средние специальные учебные заведения нашей страны и ближнего зарубежья. 10 из них стали выпускниками консерватории. Ко многим из них руководство оркестра имеет прямое отношение. И самое главное, механизмы работы приносят свои плоды. В этом году в ряды оркестра влились молодые специалисты, выпускники колледжа культуры и искусств город Астрахань Руслан и Юсуп Кажаевы, Алан Сариев по специальности домбыра. Благодаря правильно поставленной кадровой политике сегодня в Ногайском оркестре работают 4 дирижера с высшим консерваторским образованием. Решается вопрос и о конкурсном отборе на работу в Ногайский государственный оркестр народных инструментов. Это еще один шаг для поднятия профессионального исполнительского мастерства. На сегодняшний день программой «Одаренные дети» руководит выпускница Астраханской государственной консерватории Кызылгуль Аджимуратова Кудайбердиева. Блистательная дирижерская техника, артистизм – отличительные черты ее работы. Педагог по классу детского вокала, она умело сочетает обе специализации. В числе других знаковых просветительских проектов оркестра, обращенных к широкой аудитории, открытые уроки, лекции и мастер-классы под названием «Живая история Ногайского оркестра», «Войди в мир музыки», знакомство с композиторами, «Звени, моя домбра», знакомство с оркестром. Эти лекции-концерты привлекают к себе внимание особой непринужденной атмосферой. Артисты оркестра рассказывают об истории музыкальных инструментов, знаменитых мастерах и исполнителях, композиторах, дирижерах, а также о творческой деятельности оркестра. Здесь можно узнать о том, какой из инструментов оркестра является самым древним, почему сыбызғы, сас-сырнай, мүйіз-сырнай, көкірек-сырнай относятся к духовым инструментам, чем отличаются народные инструменты от классических, из какого дерева делают ногайскую домбру и многое другое. Рассказы чередуются с примерами из музыкальных произведений, иллюстрирующих все те возможности инструментов, о которых идет речь. Форма лекций и концертов такова, что публика не успевает уставать. Вся встреча длится 1 час, а частое чередование рассказа и музыкальных номеров помогает лучше воспринимать и то, и другое. Слушатели знакомятся с оригинальными произведениями, написанными на народные темы. Фантазия на тему инструментального күйя «Алты қыз сазы» композитора Яхьи Кудайбердиева, «Йылқы сазы» в оркестровой обработке Анвара Аджибаева, «Күн туғанда» Мурата Максутова.
Важно, что артисты оркестра параллельно стали осваивать смежные специальности, связанные с их профессиональной деятельностью. Так, в 1997 году для коллектива был обучен первый специалист по изготовлению национальных музыкальных инструментов Юсуп Бабаев. Более 10 лет он изготавливал музыкальные инструменты для артистов оркестра, учащихся детской школы искусств и работников культуры и искусства. Сравнительно недавно, в 2015 году, под руководством Яхьи Таймасхановича Кудайбердиева в Центре народного творчества и культурного развития Ногайского района Республики Дагестан была открыта мастерская по изготовлению ногайских национальных инструментов. Для обучения молодых специалистов этому ремеслу Яхья Таймасханович пригласил высококвалифицированного мастера. Добрые традиции, заложенные Юсупом Бабаевым, сегодня продолжают уже его последователи, артисты оркестра Кельдимурат Куртурсунов и Алиби Романов. За короткий срок было налажено производство по изготовлению ногайских национальных инструментов. Труд настоящих мастеров очень востребован и необходим нашему этносу. В процессе работы современные мастера много экспериментируют, ищут и предлагают новые решения. Для этого есть все необходимое, и в первую очередь старинные музыкальные инструменты, созданные ногайскими умельцами. Они хранятся в филиале Национального краеведческого музея Республики Дагестан имени Тахо Годи Махачкала, носящего имя Бальбека Кильдасова, а также в отдельных частных коллекциях. Кроме того, сохранились и инструментальные ногайские кюи-сазы, которые дошли до нас из глубины тысячелетий в первозданном виде. Это подлинная сокровищница инструментальной музыкальной культуры ногайского народа. К примеру, многие каранагайские дамбристы начинают свою исполнительскую программу с ногайского инструментального кюя «Алты кыз сазы». Он есть в репертуаре каждого национального исполнителя, и любой каранагайский дамбрист безошибочно узнает его на слух. Каранагайские дамбристы являются хранителями и носителями инструментальной, исполнительской традиции ногайской дамбровой, сыбызговой, рожковой музыкальной культуры. Юмагельды Кудайбердиев, Султан Ахмед Язлыбаев, Кокеш Адылгиреев, Якуб и Аскерхан Аразгуловы, Кайрбек Межитов, Мамут и Оразмамбет Сариевы, Ибрагим Башиев, Ахмат Ганиев, Кожахмет Аджибекберов, Мамбет и Ахмат Кульниязовы, Нугман и Лукман Аджатаевы, Ахмат Азганбаев, Нурмамбет Баубеков, Алимурза Кинжикаев, Али Саитов, Кожахмет Сагиндиков. Имена этих музыкантов широко известны у каранагайцев. С первых дней в оркестре зарекомендовал себя как хороший специалист выпускник Астраханской государственной консерватории, блистательный баянист, неоднократный дипломант и лауреат конкурсов Северного Кавказа и Нижнего Поволжья среди исполнителей на народных инструментах Анвар Аджибаев. Под руководством своего наставника Яхьи Таймасхановича Кудайбердиева он за короткий срок овладел искусством дирижерского мастерства. Анвару Аджибаеву принадлежат прекрасные оркестровки произведений разных авторов, как инструментальных, так и вокальных. Кроме того, умение работать с музыкальными программами на компьютерной технике делают его востребованным профессионалом. Дирижера Кельдимурата Куртурсунова отличает умение кропотливо и сдержанно решать непростые вопросы, связанные с интерпретацией самых разных оркестровых партитур. Он также свободно владеет музыкальной компьютерной программой «Финал», плюс к этому является мастером по изготовлению ногайских национальных музыкальных инструментов.
что делает его незаменимым специалистом. Ногайский государственный оркестр народных инструментов поистине уникальный творческий коллектив, который на протяжении многих лет сохраняет и развивает традиции музицирования на ногайских народных инструментах. Сегодня в его составе находятся такие яркие музыканты: заслуженная артистка Республики Дагестан Аминат Кудайбердиева, заслуженные работники культуры Республики Дагестан Султанхан Джумакаев и Анвар Аджибаев. Безусловно, сильный творческий потенциал представляют собой инструменталисты оркестра Арслан Аджибаев, Мурат Байгазиев, Рустам Кудайбердиев, Залимхан Сюиндиков, Аслан Джумамбетов, Зарина Шадирова, лауреаты и дипломанты республиканских и всероссийских конкурсов Файзулла Мусаев и Рахмет Тулубаев. Много добрых слов и пожеланий в адрес коллектива Ногайского государственного оркестра народных инструментов прозвучало на отчетном юбилейном концерте 27 октября 2014 года. Представители руководства, заместитель министра культуры Республики Дагестан Гарунова, заместитель министра по молодежной политике Хатипов, член Общественной палаты Республики Дагестан, председатель комиссии по культуре, образованию и науке Курбанов, музыкальная элита республики. Коллеги-дирижеры единодушно выразили уверенность в жизнеспособности оркестра, его значительном творческом потенциале, способности решать новые серьезные творческие задачи. 2019 год стал знаковым для коллектива. Оркестр отмечает свой следующий юбилей. К этой торжественной дате еще 2 музыкантам-исполнителям официально повысили статус. По указу главы Республики Дагестан Васильева артисты оркестра Зульфия Джигеримова и Муслим Шаникеев получили звание «Заслуженный артист Республики Дагестан». Эти награды говорят еще об одном весомом вкладе коллектива в копилку национального искусства. В результате многолетней концертной практики оркестр сформировал вокруг себя удивительное, позитивное творческое пространство. По-новому зазвучали в их интерпретации популярные «Танец саблями» из балета Хачатуряна Гаэне, «Танец половецких девушек» из оперы Бородина «Князь Игорь» и музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель» Свиридова, Юбер Жиро «Под небом Парижа», Арно Бабаджанян «Ноктюрн» для фортепиано с оркестром. Каждый новый сезон коллектив продолжает удивлять и радовать слушателей необыкновенным богатством своих концертных программ, как для взрослых, так и для самых юных слушателей. При этом оркестранты всегда стремятся чутко и бережно относиться к национальным святыням ногайской музыки и музыкальным инструментам. Сегодня, вспоминая пройденный путь за четверть века со дня основания, хочется выразить слова благодарности экс-министрам культуры Республики Дагестан Абдулгамидовой Наиде Абдрахмановне, с чьей легкой руки начал осуществлять свою деятельность коллектив Ногайского государственного оркестра народных инструментов, Сулеймановой Зумруд Запировне, определившей дальнейшую судьбу нашего оркестра. При ней госоркестр получил 2 автобуса «Газель» и полное финансирование коллектива. Бутаевой Зареме Ажуевне, нынешнему министру культуры Республики Дагестан, который всячески поддерживает наш коллектив. За период ее руководства здание ГБУ «Ногайский государственный оркестр народных инструментов» было капитально отремонтировано. Также выделены средства для приобретения сценических костюмов. Слова благодарности хочется сказать нашим кураторам, заместителю министра культуры Республики Дагестан Гаджиеву Мураду Хабибовичу, Алиеву Али Джавадовичу, которые с первых дней оказали неоценимую помощь и поддержку, коллегам-дирижерам
руководителям коллективов, в разное время посещавших Ногайский госоркестр с проверками и наставлениями, дирижеру симфонического и джазового оркестра Республики Дагестан Магомедову, руководителю оркестра музучилища имени Гасанова Чубуркову, художественному руководителю и главному дирижеру оркестра народных инструментов Шахбазову, а также всем тем, кто верил в наш коллектив, кто посещал концерты во всех субъектах нашей необъятной Родины. Художественный руководитель Ногайского государственного оркестра народных инструментов, член Общественной палаты Республики Дагестан Кудайбердиев Бекмурза Яхьяевич.